полярного. 200 пошел. Сейчас должен сесть, да? Ух ты, как красиво там вообще. Прикольно плюхнулся такой. Хрена он здоровый какой. Чик. Все, пошел. Дымка от лесных пожаров дошла до соседних городов, а также дым был замечен в 1000 километрах от территории Якутской республики. Дымка дошла до Красноярского края. Из-за дыма от якутских пожаров Красноярский край накрыла сильная мгла. Видимость менее 50 метров. Дымом заволокло более 1200 поселков. Вредные вещества в воздухе, в том числе углекислый газ, превышают норму. Так называемый режим черного неба будет действовать в Красноярске до вторника. Предприятиям предписано сократить выбросы в атмосферу. Красноярский школьник записал свое видеообращение, адресованное президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Из-за смога родители не пустили его гулять на улицу. Давайте послушаем его высказывание, что он говорит в своем обращении. Прошу вас взять под личный контроль вопрос о экологической ситуации в городе Красноярск. Нам нечем дышать, мы хотим жить. Мы хотим играть на улице, но мамы не разрешают. Говорят, что там вредно. Красноярский край готов помочь Якутии в тушении пожаров. Губернатор поручил региональному МЧС рассмотреть такую возможность помощи Якутии в тушении пожаров. Давайте это посмотрим. Потому что мы живем на одной территории, и несмотря на то, что та же Якутия отделена от нас 1000 километров, но тем не менее последствия от пожаров там, они касаются и населения Красноярского края. Сегодня пришли новостные сводки, что по данным местных СМИ сгорело около 30 домов в Якутии. И правительство Якутии выделило по 30 тысяч рублей на нужды первой необходимости семьям погорельцев. Тем временем Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительную помощь Якутии. Владимир
Владимир Путин поручил правительству выделить из резервного фонда дополнительные средства на тушение лесных пожаров в регионах и закупку техники для этого. Минобороны должно до конца недели оценить, какая еще нужна помощь военных в борьбе со стихией. Президент потребовал до 1 сентября помочь погорельцам. Речь о пособиях, компенсациях, ремонте или предоставлении нового жилья. Кроме этого, Кабинету министров поручено следить за ценами на продукты и принять меры для увеличения ввоза сельхозпродукции из стран СНГ. А губернаторам Владимир Путин рекомендовал взять под личный контроль вакцинацию от ковида и до конца недели отчитаться об уровне коллективного иммунитета. Полный список поручений на сайте Кремля.